Что сейчас будет происходить, никто не знает в зале, в том числе мы ведущие. Я вас совершенно точно уверяю. Дело в том, что это называется мини-интервью. Поскольку у нас в зале находятся представители 10 изданий, ну, естественно, они хотели поучаствовать тоже в этих дебатах. Формат следующий. Кандидаты по очереди подходят к столу, вытаскивают конверт с фамилией журналиста, и журналист в течение 3 минут, у них происходит диалог. Будет это один вопрос, несколько вопросов, свободная тема абсолютно. Что там происходить будет, это уже на откуп журналистов и на умение отвечать кандидатов. Коллеги журналисты, прошу передавать друг другу микрофон, который находится у нас в зале. Прошу. И начинаем также с первой трибуны. Евгений Николаевич, прошу, выберите свой конверт и озвучьте фамилию журналиста. Тихонова Елена Гавриловна. Добрый день, уважаемые. В ЕГТРУ представляйтесь, пожалуйста. Дальше. Время пошло. Евгений Николаевич, самые основные проблемы в отрасли ЖКХ, которые вы будете решать в первую очередь? Первый вопрос. Ну, ЖКХ у нас, в принципе, вся связана сегодня с проблемами инженерных сетей комплексно. Значит, я бы в первую очередь начал разбираться с дефицитом пропускной способности газа и подключением к газовым сетям участков, выданным льготным категориям, многодетным семьям. Второй вопрос по значимости сегодня – это ремонтные программы тех котельных, которые есть в городе Якутске, и создание единого теплоснабжающей организации ЕТСП. Это вопрос, связанный с схемой теплоснабжения города Якутска. Третий вопрос комплексный, который сегодня необходимо решать, это, он в принципе решается сегодня, это вопрос, связанный с строительством 3-й КНС в южном направлении и 5-го водоузла. Мы бы хотели сегодня еще затронуть в части ЖКХ один острый вопрос, который коррелируется и с застройкой города. Это возобновление проточности горканала, уделить большое внимание водоотводным системам, схеме водоотведения. Так, и что насчет сноса, если вы одержите победу, насчет сноса именно каменного жилого фонда? То есть когда-нибудь будет в Якутске своя реновация или нет? Так, каменный жилой фонд. Безусловно, у нас сегодня вызывает первичную задачу, это расселение деревянного жилого фонда. Вместе с тем мы понимаем то, что каменный жилой фонд у нас есть и 60-х, и 70-х годов. Это хрущевки наши, панельные КПДшки. И они, ввиду эксплуатации не всегда правильные, тоже сегодня находятся в разном состоянии. Здесь необходимо пересмотреть и взять лучшее из опыта реновации, которая применена в Москве. Есть в центральной части города участки, в которых сегодня стоят каменные дома, и в силу интересности этих участков для застройщиков и наличия возможности выделения стартовой площадки, на них можно было бы запустить реновацию один в один с московской программой. Вместе с тем, необходимо понимать, что сегодня комплексное развитие территорий позволяет ей вкладывать, создавать фонды реновации на республиканском уровне. И насчет общественного транспорта, да, если вы станете мэром Якутска, то будет ли проведена какая-то, может быть, какое-то реформирование, модернизация, чего-то нового ждать или нет? Спасибо. Однозначно, однозначно. Сегодня уже настало время, когда необходимо полностью реформировать систему общественного транспорта. Необходимо поменять сам принцип, новые маршруты, новые автобусы. Все, спасибо. К сожалению, время вышло. Спасибо. Ага, и Сава Анатольевич испытывает свою судьбу. Вытащил конверт на удачу. Раиса Мефодиевна Коротова. Это Сахапресс. Да, Сахапресс. Ага, начните. Первый у меня, будет вопрос. Как вы считаете, какие проблемы города требуют безотлагательного, незамедлительного решения? И каким образом вы их начнете решать? Застраивание. В первую очередь застраивание. Мы объявим мораторий на строительство высокоэтажных домов, зданий в центре города, в черте города. Потому что, чтобы транспортного коллапса не было, чтобы проблемы с парковками не было.
Следующий Спасибо. вопрос. Время есть У еще. вас время есть. А второй вопрос, Ага. второй проблемный вопрос. Вот один и следующий. Ну, во-первых, насчет автобусов, да, Евгений тоже говорил, автобусы, мы должны создать транспортную карту. Транспортная карта горожанина, чтобы во время пересадок, например, в течение 1 часа эта карта использовалась, чтобы человек, пассажир 2 раза там по 30 рублей не выплачивал. Поэтому мы это можем реализовать, тем более это, опять-таки, в Москве, в больших городах транспортная карта очень актуальная тема. Спасибо. А есть ли у вас предложение по повышению уровня безопасности горожан? Обязательно хороший ситуационный центр должен быть. У нас ЕДДС работает по советским, как говорится, традициям. Человек сидит, спокойно отвечает на телефоны, пока там ответят, пока передадут, это что угодно может случиться. Чрезвычайные происшествия, например. Поэтому ситуационный центр, хорошо работающий, с большими экранами, и чтобы вот освещение у нас только 30% по городу Якутску. Сперва решить вопрос освещения, потом камерами наблюдения на общественных местах установить, чтобы безопасность бабушки, дедушки, дети наши чувствовали себя в комфорте. И в темное время суток, например. По Вечером. поводу освещения, да? Да, освещение и безопасность, камеры видеонаблюдения. И хорошее взаимодействие с полицией, чтобы реализовать проект «Безопасный город». Действительно, мы когда-то участковым, например, вручали автомашины лучшим участковым, да? Поэтому надо вернуть, чтобы действительно сотрудник полиции тоже чувствовал поддержку со стороны городских властей. Спасибо. И еще один вопрос. А как вы считаете, вашего уровня теоретических знаний, практической работы будет достаточно для того, чтобы руководить столицей самого большого российского региона? Есть и один поле не воин, мы же с командой идем, да? Вот команда стоит, например. Если в случае победы того или иного кандидата, я обязательно, вот Евгений, я постоянно говорю в каждом дебате, строительным округом может руководить, тем более знает проблему всего округа. Поэтому мы все здесь, почему участвуем? Потому что готовы взять ответственность. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Сава Анатольевич. И Евгений Викторович вытягивает свой Мне должен конверт. достаться самый интересный. Сусанна. Нет, Желнин Олег Леонидович. Тоже очень интересный. Олег. Округ ТВ. Округ ТВ. Олег Желнин. Олег в зале? Да вы что? Пока подождем, этот, может, Виталий... Ну, давайте перетянем тогда, да? Или вы хотите вот именно? идет. Или пропустим? Идет. Идет, да? Ага. Просто у нас Олег тут следит и Тем за более, видеокамерами, и тем за более, общей подготовился, картинкой. ага. Раз, два. Добрый вечер. Всех приветствую. Мне вопрос. Скоро замечательный день у нас, выборы, да? 3 дня будем. Хотел бы вас поприветствовать в этом зале. И у меня такой вопрос, так как мы в историческом парке «Моя история», разговор будет о мини-опрос, значит, по истории города. Первый вопрос. Прежнее название города Якутска в 17 веке. Интересный вопрос. Знаете, да? Ленский острог. Прежнее название проспекта Ленина. Царское время хотя бы. Большая. Большая. Улица Большая, многие уже знают. Где располагался первый сквер города Якутска в царское время? Не отвечу. Площадь Дружбы, надо знать. Какое учреждение располагалось в здании НХМ, ну, художественный музей раньше? Типография. Как называется самый глубокий колодец в Якутске? Шахта Шергина. Так, шахта Интересные Шергина. вопросы задают. В каком храме Якутска есть подарок сильной фрейлины императрицы Елизаветы Петровны? Подсказка, может быть, фрейлину зовут Анна Бестужева. Я помогаю стою. Икона Богородицы в храме Богородицы в Залаге находится.
Здание, построенное губернатором Олег. Крафтом 100 лет с лишним. Такие 100 лет с интересные. лишним. Олег, прошу прощения. как Может, будто по бы- проблемам да. города Вот эти немножко. вопросы слишком... Не, раз В замечательном месте, специфические. конечно, мы находимся и благодарим администрацию время не исторического жил, к парка. сожалению. Я просто попрошу потом Евгения Викторовича прийти к тебе на консультацию, Ладно, хорошо. а потом мы у него, вопрос ему тогда их еще раз зададим. зададим. Пусть заканчивает. Последний Может быть, вопрос мы- задам. Дело в том, что у нас очень хороший проект «Сохраним памятники». Как вы считаете, надо ли в Якутске большинство памятников исторических бесхозные на сегодняшний день? Даже площадь Победы имеет своеобразные проблемы. Как ваше отношение, как решать эту проблему? Памятники, конечно, нужно восстанавливать, нужно привлекать молодежь, общественные организации. И, к сожалению, да, есть такое, памятники бросают. Ну, Есть нужно департамент с этим работать, да. Нужно привлекать общественные организации, молодежь, чтобы молодежь знала, о чем, для чего и почему этот памятник, да, находится. Элементарно, вот даже после зимы остается снег, никто не убирает. Вот мы, когда возлагали цветы к памятнику Победы, все прям прошлись, все возложили цветы, все сфотографировались, но сам памятник на площади Победы, да, он был весь в снегу. Мы взяли партии и очистили его. Спасибо, Мы Евгений дали несколько Викторович. секунд, потому что до этого было просто... Да. Олег Желнин выбрал формат Блица. Никто здесь не знает, какой формат выберут журналисты, он абсолютно свободный. И очередь дошла до нашего коллеги Виталия Валерьевича Обедина. Сусанна Рожна, ты мечтала об этом? Это судьба. Сусанна мечтала весь вечер. Да, я несколько дней мечтала задать тебе вопросы. Итак, Виталий, давай начнем тоже с Блица. Народ или власть? Конечно, народ. Этому городу нужен герой. Кто это? Это человек, который ненавидит коррупцию и мешает взяточникам. 17-й квартал или Сайсары? 17-й квартал, я там жил. Лучший мэр в истории Якутска. Илья Филиппович Михальчук, первый срок. Первый срок, когда его не били по рукам, когда он реализовал все, вот внешний облик города сейчас существует в том виде, в котором его оставил Илья Филиппович Михальчук. Исаак на местности Усхатын, Московская Блиц. набережная, начало Виталий. горканала, старый город. Я просто аргументирую свой ответ. Хорошо. Сколько лет исполнится нынче Якутску? 386. Сколько округов в Якутске? Еще раз. Сколько округов в 8 Якутске? округов и несколько администраций пригородных. Кто глава Сайсарского округа? Текущего? Не Да. знаю, но поменяю. Почему очень хорошо работает? Кто был главным Я был фигурантом на встречах, громко... народ недоволен ужасно просто. Кто был главным фигурантом громкого дела мэрии и при каком мэрии это было? Еще раз. Кто был главным фигурантом громкого дела мэрии? Ты как журналист должен О это каком знать. деле мэрии идет речь? Самое первое дело мэрии, оно началось с моей коммунальной войны, там был Илья Филиппович Михальчук, но его не осудили, там была госпожа Елизавета Николаева, там был Петр Стальевич, заместитель мэра по строительству, там была глава РКЦ Юлия Пругова. В общем, прекрасный набор. Хорошо. Вы поощряете коррупцию? Каким образом? Нет. Карьера или семья? Я не строил никогда карьеру, но в данный момент я выбираю ее. Служебное авто или автобус? Я езжу на общественном транспорте. В каких годах мэром был Павел Бородин? Павел Бородин был до 98-й Спартак Борисов ушел, где-то до 90, по-моему, до 97-го. Бизнес или муниципальная служба? У меня нет коммерческой жилки, поэтому я сейчас баллотируюсь в мэры, это муниципальная служба, значит муниципальная служба. Якутск на левом берегу или на правом берегу реки На Лена? левом. Дальше. Кто основал Якутск? Это был сотник Петр Бекетов. Как зовут Заболева? Юрий Вадимович. Что находится на площади Дружбы? На площади Дружбы стоит прекрасный театр ГТО ИП, Государственный театр оперы и балета. Ой, прошу прощения, на площади Дружбы стоит танк Стелла Победы. Я перепутал с площадью Дружбы народов. В честь кого названа улица между 202 и 203 микрорайонами? В честь великого классика якутской литературы Саурона Амалона. Сколько километров дорог отремонтируют в этом году по БКАТ в Якутске?
Около 48, и надо начинать тендеры проводить гораздо раньше, чем в этом году. А что стоит перед монументом в честь основания Якутска и где оно находится? Спасибо. Успеваем. Иван Юрьевич. В принципе, Прошу надо подойти к столу. благодарить за хорошие вопросы и за прекрасные ответы. Александрова Александра. Еще, да? Екатеру. Эхо столицы. Сейчас, да? Волчукей Софья Владимировна. Иван Ильич, как вы относитесь к инициативе общественников о переименовании площади Орджоникидзе, улицы Пояркова и так далее? Да, спасибо за вопрос. Собственно, отношусь к этому. Нельзя назвать, что можно относиться спокойно, можно вообще никак не относиться. Но в целом, значит, с учетом того, что у нас все-таки времена бегут, значит, одно поколение сменяет другое, соответственно, появляются какие-то новые таланты. С учетом всевозможных изменений, я считаю, что у города и у жителей города должна быть возможность выбирать, соответственно, изменять названия площадей, либо каких-то других, значит, улиц. Ну, вот таким вот образом. Вы вообще какое отношение имеете к городу Якутску, к народу Саха? Какое-нибудь имеете? Ну, вообще, я родился и вырос. Я согласен, значит, вопрос понятен. Если коротко и более подробно, то, значит, мои вообще корни по отцовской линии, они идут из Алекминска. Мой прадед Полуэктов Валентин Иннокентьевич, ветеран Великой Отечественной войны, умер в 1967 году. Имел, соответственно, медали за освобождение Польши и за взятие Берлина, чем я, собственно, горжусь. И многие, соответственно, поступки в своей жизни делаю по принципам прадеда. Вот. Сам родился и вырос в городе Якутске, учился и по сей день, получается, тружусь здесь, хотя многие говорят, что вроде бы как я приезжий, потому что у меня прописка там как из какого-то другого города. Ну, на самом деле это неправда. Мы в 2012 году с семьей из Якутска переехали по одной простой причине. У нас заболел ребенок, который также родился здесь. И вот это была основной причиной переезда. Однако с 2012 года я по сей день нахожусь в Якутске, тружусь, несмотря на то, что семья у меня находится в другом регионе. Понятно. 5 ярких звезд, каждый считает, что он самый достойный. Почему вы считаете, что горожане должны проголосовать именно за вас? В чем ваше преимущество перед остальными здесь присутствующими и не присутствующими тоже? Если я правильно понял вопрос, то 5 ярких звезд вы имеете в виду в данном зале сейчас 5 кандидатов. Правильно? Или нужно 5... Почему за вас должны голосовать? Или 5 тезисов нужно привести? Почему за вас должны Все, проголосовать? хорошо. Собственно, Спасибо. потому что я Спасибо. здесь родился. Последний Иван вопрос Юрьевич, прозвучал от Сахалайфа. Дорогие друзья, коллеги, дебаты завершились. Надеюсь, что нам теперь всем станет легче сделать свой выбор. И спасибо за участие нашим кандидатам. Спасибо за терпение нашей аудитории. Мне остается только поблагодарить коллектив парка «Россия. Моя история», который нас приютил сегодня на этот вечер. По-моему, более символичного места трудно найти для дебатов, согласитесь. Я думаю, кандидаты с этим согласны. Спасибо всем большое. И ждем вас на площадке экспертного клуба. Спасибо. Приглашаем. До свидания. Все, да?
Thank